лютеране, Кальвіністи. Протягните, коли ласка, синонімічний родок. Ну там еще Францисканцы? Нет, это Нет. евангелисты. Это Евангелисты. все течение. Нет. Это все, да, это все течение реформаторской церкви. Реформаторской? Да. В 17 столетии началась реформа католической церкви. Она проходила через революции, через войны. И так отделились от католиков, отделились, так сказать, формально отделились церкви, які были названы такими именами. Вот Лютера, потому что Мартин Лютер проповедник, лютеране. Кальвин, это кальвинист, это от Кальвина. Это так само реформатор, который жил в Женеве. Вот они дали имена этим течениям. Ну, які цудовні течення. Привітання, сябри, з вами спадарыня Мар'янна і спадар Олег. І ми з вами сьогодні знаходимося при уваході у лютеранський сад у Вільні. І коли хто не розуміє, що таке лютеранський, ось зараз Олег уже розповів, що це одно із течень католической церкви, реформаторской католической церкви. Реформаторской католической церкви. Но они не подпорядковываются папе, они особенные. Да. Все. Они особенные. Они все вышли из католической религии, но... Папу яны не слухаются. Да. Вот так. У них нема своего папы, у них кожен в церкве свой как бы батюшка, який там... Яны незалежные от батьков, от батьки. Да. Ну, добро. Дык вось. А у Вільні, оказывается, на перакрыжаванні вось вулицы Чурлёніс і яшчэ там, ну, в общем, на шляху до парка Вінгіс знаходзіцца, ну, па-першае, давай вось за нашай спиной покажем, гэта што? Палац бракосочетания. Да, это, оказывается, шлюбный палац. Шлюбный палац, где литовцы заключают свои шлюбы, региструются. И также, и так само народившийся деток. Тут стояла лютеранская часовня, ее разбурили и побудовали этот палац. И, карацей, мы запрошаем вас и пропонуем вам прогуляться с нами по лютеранскому саду. И уже, конечно, вечереет, уже светло, вот фонарики только что зажглись. И мы вам покажем вечеровый лютеранский сад и что тут есть. Самое главное, что он как бы находится на месте былых лютеранских могилок. И он фактически получает в себе и сад, и сквер, и могилки, вы застались помните. Добро, пройдем же. Я еще раз ось показываю гэты дворец шлюбу, там такое крыльцо у них, там приступки. Ну, а мы уваходим вот такие лютеранские сад он называется. Не сквер, не парк. Называется Лютера. Какое там окончание? Ну. Содас. Вот так. Лютерану Содас. Лютеранский сад. Что тут есть? Тут ну, вот мы это зараз единственное, что засталось, это маленькая... Часовня. Это зараз на часовне, это фактически был склеп, один со склепов семейства одного. Давайте подведем. Это по-литовску написано. По-литовску, ну вот, глядите, какая часовня, то есть она так на маленку. Вот, Нишковску Сеймас, это семья Нишковских. Вот это их часовня была, ну, в смысле, не их часовня, не их склеп фамильный. Ну, и тут он как бы зараз вот выконывая роль такого огульной часовни. Давайте. А сама часовня лютеранская, она вот стояла на месте этого. Ну, вот тут подсветочка такая уже зажглась. Ліхтарики. До речі, так, гэты лютеранскі сад доўга рамантавалі і, можа, прыкладна месяц 3 таму толькі адчынілі, адкрылі для адпачынку. Ну, вось мы бачым такую часовню, да? Ну, это зараз она как бы функцию часовни выконывает, да, но на самом деле фамильный склеп. Ну, я, наприклад, зараз вот по приступкам хочу поглядеть. Во, глядите, тут все. Такой замочек, який у нас на Белом мосте. Тут все зачинено. Ось.
Ну, я зараз вот здесь. О, гляди, Початку а тут 19 Мгм. столетия, доклад там 1800 какой-то 20 год. девятом, Да, 9 год, да. А тут почали ховать померлых лютеранов. Евангелистов, лютеранов. Вот. Открылись Они- могилки, да, так? открылись могилки. И вот И они глядите. денежили фактично до 1958 года. Вот. Мгм. И тут, поскольку этих лютеранов было не шмат, вот, это не такая массовая как бы церква, вот, то эта клан, вот эта территория имела такие великие кавалки для похования, и тут будовали вот такие великие часовни, то есть тут как бы нема такой скучности. Вот. А тут я гляжу еще так само. Тут, Вот. оказывается, есть могилки, ну, ховали людей с С надписями того боку. надгробными и по-польску, по-немецку, по-французску. Навод есть во. навод нібито были помники на белорусской мове. Ну так было написано. Ось так у нас ходит Ну, вот по-польски молодь. написано. Сестры же... Сестры какие-то. Винц. Не, ВИЧ. Это какой-то ВИЧ. Это некий ВИЧ. ВИЧ. Русь-Делович. Ага, ВИЧ. Синдром приобретенного иммунодефицита. Так, а що у нас ось є? Так само, що ще бачите? Ось. Тут Воланович, может быть. Воланович, какие-то Тут белорусские шмат, прозвища. да. Ну вот, и сам сад, вот он там. Ой, так тут он не- добро Тут подсвечивается. несколько Тут тысяч так было светло. похований. Но потом, конечно, после 1958 года, когда спинилось все, потом это вроде все разруйновали, часть территории отошла тут к палацу профсоюзов, часть тут вот, палацу шлюбу. Вот. И, конечно, як завсюди могилки згубилися. Ну, смарт могилу. Але заховалися документы. И там вот есть такая кавалок бордюра, стена с такими помниками. То есть переличены все эти прозвища. Во, Во. Мапа. Во, мапа. Да, мапа можно по этих вот кавалках обновить, где кто позахованы. Глядите, это мапа вот могилок, да? Так, да. Ну, можно, видать, звернуться. Это вот эта каплица, я думаю, вот это, которую зараз, это не? палац. Это палац. Ну, вот, Вось это- каплица. вот каплица. Вось мы вот чуть увайшли, Ну, вот зараз это ось тут палац знаходимося. шлюбу, Ось. а мы вот тут зараз. И у нас напереди, глядите, такие дорожки, древы. А вогуле это гора Таурус. Да, А и он Калистия расположен. это уже зараз по-белорусски, ой, по-литовску Таурус, да, то есть бык. А Калистия, когда купляли эту землю, вот в початку 19 столетия, то какой-то по прозвищу хан, я не помню имя его, лютеранин, вот, ну, видать, какой-то богатый человек, вот, он купил землю эту, амаль за 1000 рублей, по тех часах великие гроши, и она называлась гора Буффало. А зараз Таурус. Ну, я гляжу, что ось оттуль мы, наверное, вернемся. Там такие... Там вот еще помники. Вот тут уже помники. Там еще помники. Да, там Может, почнем все-таки правее. Вот тут я гляжу, такая пригожая дорожка иде. Ой. Зараз это сквер використовується для основне призначення його це відпочинок людей. Да. Вот, И они приходят причем тихие там, такие. И вот там приходишь до обрыва, Потому что это там могилки были. понижение, и Такие вот. дачный город, там видатная панорама. Да, мы плануем, там покажем, что он на какой горе, як это. А вот тут что, не помник, вот куда туда иди? Что это? Такие поперечные А, дорожки. поперечная дорожка. Да. И так она И так тут осветляется. И там вот люди сидят. заховались отпочивают. старые муры. А, вон там. Там был какой-то монастырь. И вот А там- может там пройти треба Ну, было? просто вон камені, помню, какие-то... Не, мы мусим подойти спочатку до того бордюра. А где он? Вось, по-моему, вось это. Не? Бачите, как тихенько так вот люди отдыхают. Вось тут написано же, ну, куда ты отправился? Вось. Вот ты можешь прочитать по-литовски?
Юкаш жено, кадмано отпиркеяс гивас. Вот что-то я знаю, что отпиркеяс живет. Наверное, то есть, видимо, что моя душа, наверное, живет. Когда я знаю, что она живет. Извините, пожалуйста, можно спросить? А вот вы знаете, что та надпись означает? Ну, я не смогу воспроизвести. По-литовски, да. Юкаш жено, кадмано Ну-ка, отпиркеяс гивас. а вы литовец? Юка знал, то, что полностью. Юка знал, как мана от Перкея сгилась. Так. Потому что я знаю, что нет, от Перкея это то, что я откупаю, как это просто перевести, живой. То, что мое, это святой Якуб, я даже не видел. А, это из Библии. Конечно. И что я знаю, что мое что? Юка знал, как мана от Перкея сгилась. Угу. Я знаю то, что мое откупление живо. Искупление, вот. А, Я знаю то, что мое искупление живо. Ага, искупление живо. Ага, ага. А, какой псалм там? Лабе ячува, юмс. З Білорусі, з Менська. Ну, зараз живемо тут, в Вільні. 2 года. Хутко буде Наши 2 года. перекладают так. Бо я ведаю, что мой откупитель живый. То есть нет Откупитель? не откупление, а откупитель. То есть той, кто. Да. То есть Бог. Да. Ну, всё, А може тут і мається спаситель, може, от, ні? Это одно и то же? Окей. Ну, лабеячу и геро вакаро. Я правильно сказала? Окей, висагяра. Вот и поговорили. Спасибо, какие бордюры. Да, бордюры такие, и такие скамейки, тут их полно. І така дорожка. Да, давайте сюди пройдемо. А от там наперед уже бачний край. Ну ми криху пізніше туди подойдемо. А ми сворачуємо на таку... Вот и такие скамеечки без спинок. Там со спинками, а тут такие... Да, это откупитель, спаситель, это спаситель. Это спаситель, конечно. Давайте здесь крыху назад так пройдем, там какие-то дети уже кричать, нарушают тишину и покой. Так, что тут? Что здесь написано? И какой-то вот знак. В 1730-м евангелисты тут что-то такое делали. Угу. Ну, это вот ихнее все такое. Да. Ну, молодцы, что они там что-то такое, ну, означают, нагадывают. А вот, гляди, какой-то, что это, погоня, да? Это ж погоня. Это ковала герба, ну, вот это, Может, лютеранского? ну, это какой-то Ну, всадник. бычок. А, это бычок? такой, с Это не каким-то лошадка, с не? каким-то А вот костиком. далее так само. А тут кто? Какой? Вот это вот лютеранский крыш. А, вот он, лютеранский крыш. Добро. И знову идея информация какая-то такая, глядите. А тут знову такое же. А, это, наверное, псалмы всякие ихние, нет? Ну, Такая, Таурус знаешь, там... Хилл. Вот. The Vilnius Evangelical Lutheran Cemetery on Taurus Hill was completed, destroyed in Illinois. То есть полностью был разрушен в 1973. Как- Later rising О, молодчина. using its tombstones in constructions works. И позже было как бы вот Ага. восстановлено. О, какие собаки. Дяучины собаки. То есть поскольку Угу. могилки были разборные, то вот они как бы обновили сам напомин про могилки, установили эти вот напомины, помники. И вот стена, это вот мур, это вот что и такое мур вот. заховался, там ковала угля оригинал. Это потом уже Ага, отбудовали. Вот.
От, такий приємний парк. Так що, сябри, хто ще живе у Вільні, а ще не ведає про такий сад лютеранський, приходьте сюди відпочити, погуляти. Пойдемо, може, вернемося туди. А ось так? Ну ось, а хто збирається приїхати, так само ведаєте. А то, звичайно, туристи ходять тільки по центру города і не ведають всяких таких цікавих місців. А что это такое? Я думала, мышка бежит. Собачка такая, мячик. А вот какие камни, какие пригожие. Великие, так? Такие великие камни, гляньте. Ну, в Литве камяни, это... Камяни. Это как бы... А национальный Да тут символ. целый сад Ну камяни. да. Можно я туда Ну, там крыху пройду? Ну, я взяла и встала на бордюр. О, глядите, такие камни, целая аллея камней. Яны с плоскими такими вершинами своими. О, как цікаво. Як мне теперь вернуться? Верну еще так же. Бо там я уже не спрыгну. Тут так само крутовато спрыгивать. Хоп, вот так спрыгнула. Ну вот. Пойдем папусика догонять. Еще один каменюка. На вот два. Ну, и куда мы пришли? Во. Да. Там вишей Это може. значение, да, А там вот, ще- там вот ще чистокол. Там же ще ведется реконструкция, будовля, не закончена. Тут же это гора Таурус. Вот там, Во, помнишь, во, мы с тобой во. там были. Там где установлены такие таблички, где позначено, что там за Да. костел, Да, який конечно, я будова. пам'ятаю. Вот. И колись тут на этой горе стоял велизарный крыш. Вот. Вон мы бачим Так. этот вот собор, где Корнильоны. Он там белый мост. Да, это святого Якова Да, якобы, и правильно. Иосифа или Мгм, кого там. мгм. О, и там ротик-фронтик какой-то, вот такой, такие хмарки. Вот О, люди уже с пикничком сидят. Мы живем уже шмат часу без дождей, водного дождю, воды. И сухое надворье, спякотное, плюс 28-29 кожный день. И нават сегодня разослали смс-ки МЧС литовские. Каб не гуляли, не ходили люди. Ходили Сидели, с противогазом. заставалися дома і навіть зачиняли в окна, і як мага менш ходили по вулиці. А ми собралися тут же після гэтага паведамлення і пайшлі мы на вулицу гуляць з гэты сад. Але ось там такой ротик-фронтик обнадеживает. Можа будзе, ну, змена на дворе. Чем тебя обнадеивает? Что? Чем Ротик-фронтик. обнадеивает? Ну что, наползе, да будет дождик, сменится. Люди приходят сюда и Да. некоторые ховают. Вот Что метки. там? Ну, хоть если собачку поховать. Ой, господи. Ну, вось такой парк, вот там дорожки, там девчины фотографуются. Сегодня мало людей. Я одной чуть тут была. Ой, столько гуляли людей. Тут сидели вот тут на... глядели и там, и парочки, и одинарные, и с детьми, и с собачками. Сегодня, ну так, умеренно. Може, менавіта пасля вот такого поведомления на дворе. Ну что, может, мы тогда пройдем, а потом сюда вернемся? Ну так. Да? А что мы тут заходим? Тут фактически мы уже все прошли. Он маленький, не такой. И он невеликий, да, это не Вингис парк. Там ее называется сад. Это былые могилки. И тут ось зробили так, облагородили. А, до речі, а вот эти могилы перезахоронили, так? Как-то там что-то. Больше, как я разумею, они просто тут и остались, а просто помники повмещали и все. Ну, кого-то поперезахоранивали, я так что-то Туда чула. привезли помники, некоторые, видать, поставляли, что есть, что засталось. Ага. Вот, бачишь, какие-то, Ты думаешь, это помник какой-то? ну, вот же, крыжи.
Крыжик, да? О, я ж не бачу. Ну, А это вот та ступенька, которая недоречная. вот это? Это про гэта казали, что я тут говорю, есть как такая сюда ехал дорожка, на коли велосипеде, едут на велосипеде велосипедах, поехал, 20 то вот тут вот миновито две такие ступеньки, приступки, с дорожки на дорожку. И на вот люди и важно. так спотыкаются. Будьте уважливы, коли ласка, коли вы будете на ровери тут гонять. Треба ведать такие речи. и Во всех нюансы. остальных дорожках плоскость как бы захована. Да, и Одна. такой, бачите, вот блескучий Она такой, мягкая, как да, очень. покрытие такое вот зернистое, бачите? Мягкое разве? Да, это мягкое. Такое зернистое, оно в свете лихтариков блестит, такое покрытие. Как гаревая дорожка. То бок можно бегать. Тут бегать можно тогда. Вот такой круг. Вот в этой знешне. Да. Такое сильное. Не, ну тут больше приемно. За древо тут больше чистое поветра. Ну, вот здесь завернем и выйдем туда на краешек. Мы хотим посидеть, отпочить. Компания какая-то. Ну, мы мимо пройдем. А это чего? Ну, а як нам? Ну, вернемся. Ну, вернемся. Ну что, сябры, у нас уже збирається ціла колекція наших вечорових пікнічків у різних місцях. То було на пляжі у Паланзі, то було проведено лето 24 каля бастіону під шоу дронів. Теперь на могилках. А зараз ми йдемо по прогресивній лінії. Зараз уже на былих могилках у лютеранському саду Содас. Ми просто... А сьогодні якое? 7 вересня сьогодні. Ровно тиждень в осені. За гэта ми гэта і святкуємо. Значить, сьогодні субота. Ну, по великому рахунку, сегодня 38 жнивня. Вот лето не заканчивалось. Да, пакуль спякота і спёка была, да. Але ж мы былі 31 жніўня у мінулы раз. Глядзіце маё папярэдняе відэа. Яно выйшла крыху спазнілася, таму што мой гаджет был у рамонце. Але ўсё роўна цікава паглядзець. А роўна тыдзень прайшоў, мы зноў на пікнічку адзначаем першы тыдзень восені 24 года. І хочу сказаць, што сёння субота, а заўтра, 8 верасня, у нядзелю у Вільні адбудзецца што? Марафон. Восеньскі марафон. Маратон. Маратон, правильно по-беларуску. Маратон Вільня 24. Гэта будзе бег. Прямо трасса. Ужо папярэдзілі, што рух транспарту будзе спынены па ўсяму гістарычнаму такому цэнтру і нават не толькі гістарычнаму цэнтру горада. Праз раку транспарт не будзе хадзіць, будзе праложена гэтая траса. Папярэджваюць усіх, ну, пешаходы змогуць, але паўсюль будуць стаяць валантэры і паліцыя будуць ось так сачыць, і людзі будуць бегчы. Як я бачыла весенні маратон, то шмат людзей прымала ўдзел. Яны спецыяльна рыхтуюцца, як і там нью-йоркскі марафон, бостонскі маратон, у Менску бывае маратон. А еще белорусская диаспора проводит. От сегодня тыдзень белорусской культуры. Да. А сегодня 5-й день, ну, 4 года означают для народзінаў замок. Это притулок, такі шелтер, в якім живуть белорусские утекачи. І яшчэ сёння, по-моему, да, 7 верасня, роўна 4 гады спомнілася, як Марыя Калеснікова была арыштаваная
спробували вивезти її за межу країни, а вона порвала свій паспорт. Ее хотели, Да, привезли. и ее просто схопили на улице, повезли на межу и хотели ее спровадить з країни. А вона порвала паспорт, і вони тоді її арештували. До речі, То ли це було вчора 6-го, то ли сьогодні. я, до речі, коли згадую тому, зараз розумію, чому, коли мене привезли на межу, то самый мой опошний момент, уже перед Литовской межой, когда отдали меня, как бы, тем, кто меня сустракал, только тогда мне отдали паспорт. То есть у них есть инструкция, ни в яким разе не давать тем, кого депортуют, паспорт, как бы, как бы, Там самолетик да, летит. на узор Марии Колесниковой, как бы они не порвали паспорт и не кинулись обратно. Так, на жаль, такі люди застаються ще за кратами і не можуть не тільки мати солоду від таких вечорів, то літа, то осені, то весну зустрічати. Вони вже четвертий свої дні народження там святкують, у некоторых на юбілеї когось були, так? До речі, там у Максим Знахів ще так само був арештований 4 роки. Ми, звісно, і усіх пам'ятаємо, про всіх думаємо, і щоб вони ведали, що про їх не забыли. Ну, коли, може, вам чуть, там колокольні криху пізніше, хочу показати вам ще раз вечоровий від отсюль цієї частки города. Ось такий від вечорового города Вільнюса ми бачимо з гэтай гори Таурус. Я ще раз папуся розповіді нам, що там. Я приближу. Що ми бачимо там, який скайлайн, які там будинки. Вот эти хмарочосы, Это на хмарочосик якраз, так? А, это вот этот якраз вот на хмарочоси, про Зракунярис. О, це те, що ми бачимо від Білого мосту. от Білого моста ми бачимо, ми зараз знаходимося ось так, маль каля наших этих, де ми, звичайно, загораємо, так само маємо пікнічки, відпочиваємо, або займаємося каля Білого мосту. Во як! Який скайлайн. У попередньому відео ви могли бачити там гору Три Крижа і ту частку городу. Чи чуєте ви цудовний малиновий звон колоколов? Лукішська площа. Лукишская, так, да. Угу. Вот, ось так. Ви побачили. Пригози, звісно. Все. Дякую вам велике, що ви з нами погуляли по Лютеранському саду. Лабо вакаро. Доброго вам вечора. Паку.